Спасибо, что остаетесь вместе с нами на «Жибек Жилы». В эфире коротко о главном, подборка наших основных, самых интересных и главных событий, которые произошли в стране и в мире к этому часу. Начнем с официальных сообщений. Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это стало центральным событием визита главы государства в Нью-Йорк. С главной международной трибуны президент заявил, что сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния. Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность. Такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию, подчеркнул президент. Сложившиеся негативные тенденции еще более усугубляют страдания людей. 108 миллионов человек являются вынужденными переселенцами, более 1 миллиарда живут в нищете, 2 миллиарда не имеют доступа к основным лекарственным средствам. Конечным результатом может стать потеря человечеством уверенности в стабильном развитии мира в будущем. Молодое поколение больше не верит, что мир, который они унаследуют, будет лучше. Поэтому Казахстан считает необходимым вновь заявить о своей непоколебимой приверженности принципам Устава ООН. По словам президента, собравшиеся на сессию Генеральной Ассамблеи ООН лидеры несут ответственность за судьбу и будущее человечества. Казахстан призывает все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права. Касым-Жомарт Токаев указал и на то, что из всех вызовов, с которыми сталкивается человечество, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия, а также отметил, что 30 лет назад наша страна добровольно отказалась от 4-го по величине унаследованного ядерного арсенала. Именно поэтому логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена. Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность. В этой связи Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности договору о запрещении ядерного оружия. Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности. Значительное внимание в выступлении было уделено и проблемам изменения климата. Даже если мы успешно ограничим повышение глобальной температуры до 1,5 градусов к 2030 году, что выглядит все менее вероятным, в Центральной Азии мы столкнемся с повышением температуры на 2–2,5 градуса. Несмотря на долгий путь, пройденный Парижским соглашением по климату, мы все должны сохранять приверженность безуглеродному будущему. Климатическая повестка дня не должна использоваться для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Какие еще глобальные проблемы в выступлении затронул глава государства, вы узнаете в наших вечерних выпусках новостей. А мы пока продолжим. Помимо общих дебатов, Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств Центральная Азия США. На встрече обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства, политического диалога и сохранение мира в Евразии. Лидеры стран коснулись в том числе таких тем, как кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконная миграция и наркотрафик. Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев в рамках 3-го дня визита провел и ряд встреч с главами государств. Во время переговоров с президентом Румынии он отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами. Румыния является нашим ведущим торговым партнером в Восточной Европе. Глава государства пригласил Клауса Йоханниса принять участие в работе Международного форума Астана в качестве одного из основных гостей. С президентом Черногории Яковом Милатовичем глава государства обсудил вопросы международной повестки и взаимодействия сторон в ООН. Главы двух стран обменялись приглашениями совершить взаимные визиты. А в диалоге с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой Токаев подчеркнул наличие огромного потенциала для дальнейшего наращивания всесторонних связей, в том числе в сферах инвестиций, управления водными ресурсами и туризма.
Возможность взаимных визитов в скором времени обсудил глава нашего государства с президентом Монголии. Касым-Жомарт Токаев отметил теплые и традиционно дружественные отношения между нашими странами. А главу Кении президент пригласил совершить визит в Казахстан в следующем году, чтобы принять участие в предстоящем международном форуме «Астана». Токаев подчеркнул, что Кения представляет особый интерес для развития сотрудничества как одна из преуспевающих стран на африканском континенте. Перспективы дальнейшего развития казахстанско-корейского стратегического партнерства стали темой встречи с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем. Сегодня в нашей стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов и развития атомной энергетики. Более подробную информацию вы можете узнать уже в наших вечерних выпусках новостей. Как обычно, новое время и жена Лакыт. А я с вами на этом прощаюсь. Всем хорошей среды.